Чё? Чё ты? Ванька, может, толки, да? Непрерывная и длинная была повествование Ниткин. До тех пор, пока не проснулся Иткин и Прытка. Обосрал пару комментариев, все, что было сыграно на гитаре, и все эти истории, которые Ваня хуярил, они сразу после этого комментария, так сказать, поблекли слегка. После того, как он дал им меткого пинка, который отправил их очень далеко, и они оттуда не вернулись, а до этого казалось, Ваня это реально, сука, голос улиц. Это, так сказать, голос поколения и все такое, но тут мы встречаем нашего нового супергероя, он встает с дивана, наконец-то в своей смешной шапке и говорит, это все хуйня и делается за бабки, все в порядке. Спасибо тебе большое, Празер. Наконец-то ты прервал все эти напыщенные рассказы правды улиц, правды жизни. Тупак воскрес. И это не поле чудес, of course, yes. Это даже не чудеса для этого парня, потому что он скоро покажет вам, насколько угарным можно быть, когда у микрофона ты стоишь в этой шапочке, и после этого наверняка вы уже в белые тапочки захотите переобуться от смеха, потому что будет колоть животики. Это будет страшно, вы как морские котики, которые оказались выброшены на берег цунами, и будете лежать и думать, блядь, что же происходит с нами? Это будет потом, но Иткин пока что только проснулся. Он еще тут с нами толком не тусанулся. Он себе нальет немного вискарика, разбавит колы, и после этого станет по приколу, он станет звездой танцпола, он выйдет сюда и соло исполнит такое, что не могли исполнить и группами все эти мега-герои, типа местного музыкального движения. С сложным уважением я представляю вам этого гения, и пусть он не велик, suck my dick, все, кто скажет, что он не способен показать, на что способен русский язык. Русский язык способен на многое, а еврейский еще на большее, и поэтому даже в Польше, блядь, он бы наверняка стал номером один, неважно. Национальная принадлежность — это все башня, далекая, высокая и никому не нужная. И мы сейчас просто сидим и тут дружно, блин, понимая друг друга благодаря тому, что эти слова с детства нам вдавливали в городе Москва, в городе Владивосток, в городе, блядь, ЕАО и Хабаровск, в любом городе абсолютно. Биробиджан или Нарва, и неважно, где ты родился, главное, что ты все-таки успехов добился, а в голове по-прежнему крутятся эти странные слова славянские. И какие бы ни были цели у тебя уебанские, как бы далеко ты не зашел от нашей, сука, русской сермяги, ты должен помнить это, как помнишь навсегда вкус браги, который первый раз выпил возле школьной дискотеки. Ты помнишь помнить это навсегда. Уходят реки, уплывают навсегда пески, что они сносят, но тем не менее ты будешь помнить всегда об этом, как о гипнозе. Помни твое подсознание каждый раз. Итак, мой рассказ, он начнется лишь с пары фраз, продолжится пары фраз, закончится пара фраз, и сколько этих пар фраз будет, хуй его знает. Масс не так уж много скапливаются, чтобы все эти пороги, так сказать, превзойти, которые приходится встречать по дороге тем, кто из города приехал и сел на эту байдарку, взял в руки весло, и вот его уже куда-то течением занесло, и вот он думает, нахуя я не сидел на берегу и не слушал музло, а теперь делаю это козлом. Я, конечно, буду, если подведу парней и девчонок, поэтому не гребют. Гребут со всех сторонок, со всех, и с левых, и с правых, и они дальше спускаются, короче, маэстро право. Иткин это словесный понос, мне никакого успеха вообще не принес. И все говорят, что за хуйню внес там все это время нойз. Когда же придет сюда тот, кто снимет вопрос, который давно, так сказать, завис. Когда же наконец перестанет быть хуёвый и станет заебись. Когда же это случится? Иткин, куда ты делся? Давай, без репетиций. Ты знаешь, как это творится. Я вижу в тебе неебические амбиции. Убрать их с этого пьедестала, вот он мастер фристайла, и его время настало. Он придет сюда с довольным ебалом и зачитает конкретно. Это ретро. Все, что вы слышали до этого, это прошлый век. Сейчас сюда придет король настоящих дискотек и наконец-то споет то, что вы должны были услышать. Его имя пока что не пишут на многочисленных афишах, но скоро всеми шрифтами напишут стопудово. Он сейчас скажет вам веское слово, он сейчас на кухне немного наебнет сначала, а потом придет сюда, и это будет только начало. Это будет только самый, так сказать, старт. После этого в его глазах воспылает азарт. После этого он покажет вам, как без взрывов петард сделать реальный фейерверк. Ты понял меня, брат? И когда ты придешь, тебя заждались и взрослые, и молодежь. И даже, так сказать, более старшее поколение, чем взрослые. Они все ждут тебя, как ждут дождей в Осло, блядь.
Их вообще там не ждут, потому что там климат хуёвый, понимаешь, мой друг. Это тяжелый труд пить кока-колу с просонья, но я говорю тебе, не надо. Лучше пусть папа Соня сюда придет и благословит тебя реально. Чтобы ты спел то, что нам нужно, голосом печальным. Чтобы вся скорбь народа еврейского была в каждой ноте. Ты понял или ты, сука, против? За! Отлично, он за. Он уже разлепил глаза. И эта фраза наверняка тебе зависнет в мозг браза. И я сейчас наконец-то связываю эти слова бессвязные для того, чтобы вы все-таки смогли провести время неплохо. Я понимаю, здесь многие лохом уже считают того парня, что на микро завис. Но сейчас он выйдет и без просьб на бис просто вам завалит так, что вы охуеете сходу. Так вот, вся скорбь еврейского народа, напоминаю, будет в каждом слоге, и он готов к этому. Это наши условия, которые мы обязательным образом предоставляем для всех, кто к микрофону выходит и читает. И по-другому здесь не будет, это не тайна, это будет выступление похлеще, сука, Рамштайна, и пусть без огневого шоу обойдется, тем не менее будет вызывать эмоции, будто встало солнце после полярной ночи и осветило все вокруг. Давай, Иткин, давай, мой друг, еще пару глотков, они тебя все равно не спасут. Представь нам свое супер-мега-творчество на суд. Все остальные ссут, а ты выйдешь и сделаешь все как надо, и несут все эти слова в себе очень полезную информацию. Давай, изложи нам, что происходило тут вкратце, а также расскажи нам, что ты видел в своих великолепных снах. Приходил бы к тебе и Ешуа и Аллах. Был ли в гостях Иегова. И честное слово, мы давно хотели узнать, что там вообще тебе снится. Когда вот опускаешь ты ресницы, когда смыкаются, так сказать, твои веки, что ты видишь там? Там рейв-дискотеки? Или там все-таки сборище у костра? Мы до сих пор не понимаем ни хера, скажи нам, брат. Я был бы рад узнать, что там тебе снится вообще. Понимаешь, мы подобно сборищу овощей лежим и полдня спим. Понимаешь, что та болтовня в дым, который мы всегда пускали, она превращается во что-то мы знали. Именно поэтому мы и спали, и что-то видели, и мы пока что не в финале. И вот если бы эти женщины еще, блядь, не отвлекали, то было бы вообще все великолепно, а пока что валит. Валит и валит и валит дальше Ваня. И по-другому он не может, ты там на диване или на стуле, неважно. Главное, чтобы вы не заснули. Это голос улиц, а хули, а вы чего-то другого хотели. Я надеюсь, что когда-нибудь этот фристайл попадет в телек, и один канал его будет показывать 3 дня. Потому что моя длинная болтовня, она именно 3 дня и занимает в сумме. Так вот, мы продолжаем, тикает зуммер, уходят секунды и сотые секунды, и тут нам приходит, конечно, Фрейд Зигмунд и говорит, с точки зрения моей теории, все это, конечно, не то, что какая-то история, не то, чтобы сказать какое-то искусство, это просто попытка перенаправить свои чувства, и это как будто дрочка, только в ментальном эквиваленте. Так вот, все эти президенты, которые выходят на трибуны и что-то пиздят, это то же самое, они сначала соберут первый ряд, и каждого второго из него хотят. Ребята, не в попад, порой строки моих баллад, но тем не менее я пытаюсь настроить вас на нужный лад, чтобы наконец-то даже те, кто сейчас о другом пиздит, поняли, что их качает этот бит, и неважно, даже если меня обратят внимание на то, что залечивают им тут так долго лани, бля, и они все-таки будут качаться, потому что классно звучит, I don't cheat. Я никогда не вру и никогда не мухлюю. Я тут сижу, читаю, бля, и в ус не дую. Иткин воспользовался тем, что я изменил тему и без проблем там сейчас проводит время где-то в другом месте. Он слился, он не хочет петь вам грустную еврейскую песню, но он со временем вернется, обязательно исполнит. Я обещаю это, он будет по полной. Отрываться здесь уже скоро. Эй, братан, иди сюда, наконец, город. Город далеко, близко леса. Иди сюда, бой, если ты не попса, если ты не хитрая лиса, а пиздатый лис. Или ты жалкий хуйсос и пиздолис. Нет, это не ты, это кто-то другой. Так вот, иди и спой, бля, иди и спой. Иди и спой, бля, иди и спой. Не спорь со мной, давай, иди и спой, иди и спой. Ты можешь, конечно, мой любимый. Ух ты, какая цаца. Понимаешь, блядь, тут демонстрация, так сказать, стеснительных своих самых качеств. Это все полная хуйня, я нереально озадачен. Ты же проснулся, мальчик. Проснись и пой, ты знаешь поговорку эту? Значит она то, что если ты проснулся, значит сон твой оказался в прошлом, а в будущем исключительно пение и выступление. Ты должен выступить подобно дедушке Ленину, который залезал на бронетранспортер, устраивал хардкор, его помнят век до сих пор. Он такого затирал, какого бы ты никогда не затер, но ты можешь попробовать, тем не менее, ты не в законе вор. Ты вор не в законе, поэтому давай берешь микрофон и микрофон гонишь.
Вот так буквально повиснуть на микрофоне, это то, что любит Ваня, и ты тоже, ну понял. Потеют ладони, дрожат коленки. Лучше бы тебя сейчас поставили к стенке, но тем не менее это не лучше, а лучше зачитать что-то. Покажи нам, давай сделай свою работу. Пусть тебе вселится дух тупака, он поможет тебе выразить мысли наверняка. Твои то ли черные, то ли белые мысли. Итак, ты готов? Ну давай ты это сделать призвом. Ты глядишь на мир сквозь странную призму, но мы хотим узнать, что это за призма, ведь в организме твоем содержится мозг, кроме прочих органов, поэтому, чтобы оказались хейтеры в морге, блядь, давай зачитай, рыбак супермощный. Ты уже готов, я знаю точно. Это была моя последняя строчка. И моя первая пошла тут строка. Я тут перед вами постою пока. Ой, ну перестань пока. Давай, давай. Ага. Мальчик козлов. Поехали, поехали. Я бы сделал микрофон погромче. Я даже тебе дал, что погромче был. Но ты все-таки выбрался, кажется, из сил. И просто, может быть, каши мало ел. Но тем не менее не хватает тебе децибел. Или не хватает тебе до сих пор этих киловатт. Ты мог бы сочетать, наверное, погромче, брат. Если бы у нас тут был звукорежиссер. Но звукорежиссер выпил по 50, и они лежат вместе с техником уже где-то в обнимку на кухне. И кажется, что скоро потолок тут рухнет от того, что я громко бубню, а ты вообще не громко. Я сейчас попытаюсь построить эту колонку. Дайте Нашего звукача звука. зовут Ромка, но он сейчас где-то в Москве. И он там маковую соломку наверняка мешками грузит, где-то занят чем-то другим. И не настраивает нихуя такой режим. Такой режим, но режим останется таким. Нам надо что-то настраивать, а то иначе не с руки. Нам будут с тобой читать, пиздец, авария. Что же делать, что же делаю я, бля, хуяри. Я по полной программе лучше бы играл на гитаре. Но я подался в звукачей, это значит не шаря. Я буду пытаться реализовать все-таки задачу, которая очень многое значит для всей тусовки сегодняшней. Тут завертелось что? Я надеюсь, что сейчас ты на все 100 сможешь выразить то, что накипело на душе. Подожди, не пизди, а я уже почти подлез и готов сделать круто. Скажи пару слов, давай как компьютер, ты будешь точен в каждой своей паре строчек. Я уверен в этом, давай, сыночек. Оставь колу на полу, лучше бы ты валялся в углу и не просыпался, чем заниматься такой хуйней. Давай микрофон бери, блядь, и быстро пой. Не надо подтирать, я надеюсь, что сейчас им станет насрать на то, что что-то на полу, и чем ваши подошвы давно оказались уже, блин, да это все в прошлом. Забей, я буду сидеть и прилипать там к сахару, который внутри был. Нас эти корпорации трахали, будут трахать будут до самой смерти. У них там в этом гребаном конверте, кроме сибирской язвы, еще столько химикатов. И они все их пичкают в эти банки этим ядом. Они пачкают нас и в США, и в Канаде. И заебали все эти бесконечные пати, где тети и дяди добавляют эти добавки. Они очень хуёво действуют, у тебя, конечно, поправка Конституции ни под каким номером не поможет. О боже, давай же уничтожим ту проблему, что до этого была. Йоу, саундчек. Извините меня, молодой человек, в растаманской шапке Ниткин, кажется, ваша фамилия. Вы не могли бы наконец бы приложить усилия к тому, чтобы мы звук отстроили. Мы с вами стали бы давно уже супер-мега-рэп-героями, если бы вы так не филонили. Вы не могли бы взяться за микрофоны, блин, наконец-то туда сказать пару слов. Иткин, ты готов или не готов? 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 Давай, спой нам песню беспонтовую, без понтов. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Хочу сюда. Хочу туда. Хочу сюда. Да. А нет. Руслан пришел. Давай. Тут нам рассказал истории пару. Это было очень хорошо. Нам было весело. Я стесняюсь, погашаюсь.